Уж побледнел закат румяный над усыпленную землей, дымятся синие туманы, и всходит месяц золотой. Померкла степь, тропою темной задумчив едет наш Руслан и видит, сквозь ночной туман вдали чернеет холм огромный, и что-то страшное храпит. Он ближе к холму, ближе, слышит, чудесный холм как будто дышит. Руслан понимает и глядит, бестрепетно, спокойным духом, но шевеля пугливым ухом, конь упирается, дрожит, трясет упрямой головою, и грива дыбом поднялась. Вдруг холм, безоблачной луною, в тумане бледно озарясь, яснеет. Смотрит храбрый князь и чудо видит пред собою. Найду ли краски и слова, пред ним живая голова, огромные очи сном объяты, храпит, качая шлем пернатый, и перья в темной высоте, как тени ходят, развиваясь в своей ужасной красоте. Над мрачной степью возвышаясь, безмолвием окружена, пустыни сторож безымянный, Руслану предстоит она, громадой грозной, туманной. В недоумении хочет он таинственный разрушить сон. Вблизи, осматривая диво, объехал голову кругом и стал пред носом молчаливо шекочет ноздри копьем. И, сморщась, голова зевнула, глаза открыла и чихнула. Поднялся вихрь, степь дрогнула, взвелась пыль, с ресниц усов, с бровей слетела стая сов. Проснулись рощи молчаливы, чихнуло эхо, конь ретивый заржал, запрыгал, отлетел, едва сам Витязь усидел. И вслед раздался голос шумный: «Куда ты, Витязь, неразумный? Ступай назад, я не шучу, как раз нахала проглочу».